Культура – это душа нации. Мы приветствуем всех зрителей телеканала «Магаз». В эфире программа «Культура», и ближайшие полчаса с большим удовольствием проведу с вами я, Элиза Барахоева. Главные темы выпуска. А вот на расстоянии читается целый шедевр. И каждую картину можно читать, как книгу мы читаем. В детской школе искусств города Карабулак состоялась итоговая выставка живописных работ учеников. Результат достижений за минувший год. В Министерстве культуры нашего региона прошло первое в 2025 году рабочее совещание. Подвели итоги прошедшего года и обсудили планы на новый. И сейчас, мне кажется, это очень ответственно, и хочу соответствовать этому званию. Ингушский поэт Исроп Илтатриев отныне является членом Союза писателей России. В Министерстве культуры Ингушетии состоялось первое в этом году рабочее совещание с руководителями подведомственных учреждений под председательством министра Залины Ильяновой. На совещании присутствовали заместители министра, а также начальники и сотрудники ведомства. Участники обсуждали вопросы в формате конструктивного диалога. На повестке дня рассматривали ключевые вопросы, касающиеся отчетности и планов. Был представлен отчет о работе за 2024 год, который подчеркнул достижения и выявил вопросы, требующие улучшения. Участники совещания обсудили основные инициативы, направленные на развитие культурной сферы региона. Также был намечен план работы на 2025 год, в центре которого празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Залина Ильянова поблагодарила руководителей подведомственных учреждений за плодотворную работу в прошлом году и акцентировала внимание на необходимости организации масштабных мероприятий в текущем году, способствующих сохранению исторической памяти и вовлечению молодежи в культурные традиции. В 2025 году мы отмечаем 80 лет Великой Победы. Чем больше проходит времени с момента окончания Великой Отечественной войны, тем более значимым становятся такого рода мероприятия. Когда можно еще раз вспомнить о тех героических событиях, о той трагедии, поговорить с молодежью, вспомнить заслуги ветеранов. Очень важно продумать все мероприятия, которые проводятся по линии Министерства культуры Республики Ингушетия. К 80-й годовщине Великой Победы все должно быть организовано на самом высоком уровне. День Победы должен стать запоминающимся и масштабным празднованием для всех, отметила она. В завершении совещания было принято решение о регулярных встречах для мониторинга хода подготовки к празднованию и выработкой конкретных рекомендаций для успешной реализации данных инициатив. Ингушский государственный театр юного зрителя стал обладателем премии «Золотая маска» и получил статус «Дипломант» в соответствии с итоговым решением профильного экспертного совета Российской национальной театральной премии в конкурсном цикле с 2023 по 2024 год. Спектакль «Гадкий утенок» в постановке Светланы Озерской вошел в лонг-лист премии «Золотая маска» и получил статус «Дипломант». Согласно действующему положению о премии и фестивале, спектакли, включенные решением экспертного совета в 2 лонглиста и не включенные в список номинантов премии, отмечаются дипломами 100 лучших спектаклей сезона. В детской школе искусств города Карабулак состоялась итоговая выставка живописных работ учеников, написанных за минувший год. Это своего рода демонстрация достижений учащихся, их творческого роста и мастерства. Ну и, конечно же, отличный стимул для дальнейшего развития. В стенах учебного заведения пахнет краской. В воздухе витает дух творчества. На открытии выставки живописных работ играет на фортепиано один из талантливых учеников. Одним словом, царит гармония красоты и созидания. Полотна, представленные здесь, выглядят словно работы настоящих профессионалов, хотя принадлежат кисти новичков в области изобразительного искусства. Это 8-я по счету выставка студийная. И здесь представлено более 55 работ живописных. Это работы, написанные маслом, это абсолютно разные ученики, разноплановые, разножанровые. И помимо этого здесь представлено декоративно-прикладное искусство. Все это и всем этим они занимаются у нас в студии. Кто-то уже выпустился и уже
можно сказать, на своих просторах, становится и студентом, и СУЗов, и вузов, возвращается к нам в регион, как, например, Марьям Султыгова. Я знаю, что ты, Марьям, занимаешься гончарным искусством, ковроделием. Об этом тоже я знаю, это не секрет. Но вот сегодня мне наши товарищи задавали вопрос про эту картину, про картину Яхи Цветчоевой. Очень она мне понравилась. Дело в том, что Яха к нам пришла уже состоявшимся художником. Она была мастером декоративно-прикладного искусства. Ее знает регион именно как мастера декоративно-прикладного искусства. Люди задавали вопрос, вот как так получается передать вот это зеркальное отражение воды, и почему я на расстоянии чувствую и ощущения у меня такие впечатления, как будто бы работа живая. А на расстоянии читается лучше. А близко я вижу вот совсем не то, что я хотела бы увидеть близко, да, то есть вот расстояние меняет работу. Но, естественно, художник держит кисточку, и на расстоянии вытянутой руки он пишет то, что, как правило, зритель видит на расстоянии 3-4 метров. Это, конечно, таинство вот такое вот происходит с художником. Он ощущает мир по-другому, потому что там мазок, близко видно, что это какая-то размазня. А вот на расстоянии читается целый шедевр. И каждую картину можно читать, как книгу мы читаем. Отметим, что детская школа искусств – это творческий и просветительский центр, деятельность которого направлена на духовное и интеллектуальное развитие подрастающего поколения путем приобщения к высокому искусству. Но несмотря на то, что это детская школа искусств, она также является пристанищем для людей любого возраста. Ведь начинать свой творческий путь никогда не поздно. Я вот увидела вот такую фотографию, мне она очень понравилась, вдохновила. Я вообще люблю воду, горы, отражение, это моя слабость. Мне очень хотелось именно вот связанное с горами и с водой. Как-то вот так вот я вдохновилась и написала ее. Что самое сложное в вашей работе? Я даже не знаю. Ну, для меня сложно бывает мелкие детали выводить, так как я человек все-таки. Да, так как я человек взрослый, у меня и со зрением не очень, вот только так, в этом плане. А так, когда есть вдохновение, я могу встать и даже до утра стоять и вот писать. Вот. Я забываю про сон, забываю про все на свете, настолько я увлекаюсь, ухожу в эту работу, что я могу забыть все на свете. Это вот, я даже не замечаю время абсолютно, настолько. То есть это состояние души? Состояние души, однозначно. Мы занимаемся в студии у Муртазана Мусаяхевича, и вот когда мы туда приходим, открывается дверь, вот этот запах этих красок, вот эта атмосфера, все. И все. И вот ты вот становишься, для тебя больше ничего не существует. Настолько вот ты уходишь в эту работу, это очень затягивает. Ну, это, наверное, надо как-то, чтобы ты внутри еще это все понимала, все вот это осознавать нужно, наверное. Но я всегда с детства это очень любила. Это для меня была мечта была моя. Вот с детства была мечта научиться писать картины. Она, благодаря Муртазану, честно говоря, я когда к нему пришла, это было 3 года назад. Я когда увидела, как там девочки молодые совсем работают, я говорю, я не смогу так, Мусаяхевич. Он говорит, сможешь, и лучше сможешь. О чем ты говоришь? И действительно, получилось. Но я, в принципе, так, мастер ДПИ, я делала разные вещи, у меня много чего, я могу из любого материала сделать интересные вещи. Это во мне с детства. Но вот картины на профессиональном уровне надо было, конечно, учиться. Ну, нашла я учителя. И счастлива, безумно. Для меня сегодня особенный день в связи с тем, что именно в маслом написанные работы я представила впервые, и не просто впервые, сразу 3 работы. Это «Казбек», «Полдень в горах» и «Ирисы». И для меня это, на самом деле, как говорит Мусаяхевич, это действительно большое достижение. Я считаю, что это действительно какой-то прорыв, какой-то невероятный. Потому что буквально в прошлом году, в феврале, я представляла свои работы, но это была уже гуашь. И за 1 год просто с гуаши перейти на масло, это, я считаю, что просто что-то невероятное. Работа очень красивая, очень такая вот, я бы сказала, завораживающая даже. Скажите, Казбек в данном случае изображен, это рассвет или это закат? Очень красивая игра, очень красивое сочетание холодных и теплых оттенков. Это закат.
Это Казбек в закате. Мы можем, у нас, как говорится, одна и та же фотография, да, она у нас просто гуляет по участникам студии, и каждый пишет по-своему. То есть эта же работа может быть написана, да, совершенно по-другому. Я хотела именно яркую работу. И эмоционально она мне очень сложно далась, потому что я несколько раз ее бросала, я плакалась Мусею Хиявичу, я не буду ее писать, она мне не нравится, я ее уже не хочу. Но все-таки мы ее как-то совместными усилиями, где-то с поддержкой эмоциональной, мы ее доделали, я очень рада. Я люблю реку, воду, море, вот это название «Старый пруд», эти лотосы мне нравятся, и как-то свет падает, отражение, глубину воду показать, это все. Ему нравится эта работа, его оценка для меня имеет важную роль, конечно, он наш наставник, преподаватель. Строго судит? Да, строго судит. Он сам по себе очень замечательный человек, и в жизни мы с ним советуемся, по жизни он путеводитель наш. А как вам удается передать, вот я смотрю на эту картину, не знаю, насколько камера это передает, но я вижу, как эти жидкости словно лежат на поверхности воды. Вот эта глубина за счет чего? Это за счет холода, во-первых. Холод – это глубина, вот оттенок, цвет. Это все, вот вода уходит вглубь, и все в поверхности, вот, и освещение, вот лотосы, на них свет падает, и все, вот плоскость, как вот игра света. Руководит учебным заведением председатель Союза художников Ингушетии, народный художник республики Муса Муртазанов. Про него говорят, что это не только настоящий профессионал своего дела, но и человек с очень добрым, открытым сердцем. Возможно, в этом и заключается секрет его плодотворной работы как педагога. Он умеет найти индивидуальный подход к каждому. В школе я работаю 10 лет, в этой школе руководителем. Мы работали в не самые простые времена для нас. Школу сейчас после капитального ремонта открыли. В принципе, можно сказать, что ее строили заново. Значит, что мне нравится в этой школе, в новой? Просторный коридор. Для нас он просторный. Для людей, которые ютились в маленьком помещении полубарачного типа, для нас это еще одна возможность, еще одна площадка, на которой мы можем экспонировать свои работы. Это важно для тех, кто выставляется у нас в школе, вообще для художников, для молодых, для состоявшихся, для тех, кто пробует себя в мире изобразительного искусства. Потому что не все учатся изначально на художников, никто не хочет выезжать за пределы, их не отправляют, и не отпускают родители, тем более девочек, они ограничены очень. И в нашей школе есть еще одна возможность, в нашей студии, заниматься на выходные дни, это студия выходного дня. Это в субботу и воскресенье они приезжают на 3 часа, занимаются подряд 3 часа, и уже на этой выставочной площадке ежегодно мы проводим итоговую выставку, которая подчеркивает не только способности и таланты, но и то, что они смогли сделать за 1 год. Мы экспонируем не все работы. Я сам лично для себя отбираю те работы, которые я считаю более приоритетными, которые могут больше зацепить за живое. Потому что зритель – это человек, который приходит в выставочные залы не просто увидеть красивое и вбирать в себя информацию, но и удивиться и повосхищаться теми талантами, теми возможностями, которых наделил Всевышний других людей. Ну и каждый, кто приходит в зал посмотреть на картины, на живопись, на высокое искусство, наверное, они тоже наделены этим талантом, но никто над этим развитием, над саморазвитием не работает. К великому сожалению, не у всех получается. Поэтому мы работаем, у нас есть дети с ограниченными, казалось бы, возможностями. И вот сегодня здесь представлены работы Шавхаловой Хавы. Девочка очень талантливая, невероятный талант девочки, способная очень. Мне так кажется, что сегодня ее работы на голову выше многих моих учеников. Потому что, наверное, вот этот вот страх внутренний, написать не так, как, наверное, требует того педагог, она этим страхом не наполнена. Она свободна от этих вот вещей, и она пишет очень свободно. Пишет так, как она чувствует, как она ощущает, как она видит. И это очень важно.
И ее работы вот высокие профессионалы, которые добились очень высоких результатов в нашем регионе, оценивают очень высоко. И ее возможности тоже. В учебном заведении с радостью отмечают тот факт, что ученики данной школы становятся лауреатами и призерами множества музыкальных и художественных конкурсов, что свидетельствует о высокой квалификации преподавателей и желании самих детей учиться и добиваться результата. В настоящее время школа помимо самого города Карабулак также обслуживает такие сельские поселения, как Троицкое, Плиево и Яндари. Для многих она стала хорошей стартовой площадкой и билетом в будущее. Да, цаник щива хардох, кардац щикел хуцембе. Эти строки принадлежат Исропилу Татриеву. И я бы отметила, что он не просто поэт, но и в каком-то смысле еще и философ. Отныне он также является членом Союза писателей России. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Для начала хотим поздравить вас с таким достижением. Расскажите, что этому предшествовало? Здравствуйте, Элиза. Мне очень приятно вновь присутствовать в вашей программе. Я с 12 лет пишу, но я даже мечтать не мог тогда, что я стану членом Союза писателей России. Это звание очень высокое. Тогда я даже не думал, что дойду до такого уровня. Чем-то недостижимым, да? Да, казалось тогда. И сейчас, мне кажется, это очень ответственно, и хочу соответствовать этому званию. Звание очень символично было к столетию Союза писателей, юбилейное мероприятие было. В этот день мне дали член Союза писателей России звание. Насколько мне известно, также вы получили благодарность от министра культуры нашей республики. Скажите, помимо того, что это является стимулом и ответственностью, мне кажется, что есть такие победы, да, в нашей жизни, какие-то достижения, которые мы можем посвятить определенному человеку. В вашем случае это кто? В моем случае это мама. Она с первого дня моего становления очень помогала мне. А также мне очень помогали наши поэты, уже старшее поколение. Все они меня поддержали в моем начинании, и я хочу их всех поблагодарить за участие в моей жизни. А первые ваши строки, которые вы написали, кому вы их показали? Маме, опять же. Она строго вас садила? Поскольку мама знает хорошо ингушский язык, некоторые места говорила, так не говорят у нас. По-ингушски не должно так звучать. Правильно, литературно, да? Да, да. То есть она вас направляла именно как писать правильно, литературным, красивым ингушским языком? Я бы не сказал литературным, как правильно постановка предложений, смысловое одним словом. У вас было такое, что хотелось все равно свое мнение отстоять, потому что есть такой момент, как вот авторское видение. Даже известные русские классики, они часто коверкают некоторые слова и выходят за рамки тех правил. 12 лет я слушался. Сейчас... После 12 вышли из-под контроля. Да. Ну, сейчас у меня свое мнение. Я знаю, что я написал правильно, но все равно советуюсь со старшими нашими поэтами, чтобы убедиться. Есть слово, например, как вы сказали, «ко» — вор. А мне хотелось сказать «воровка», «куалухо». Я сказал в своем стихотворении, более нежнее звучит. И к девушке они хорошо относятся. Где смысл совершенно иной, да? Да, да. Как, наверное, «украла сердце» имелось в виду, да? И здесь уже совершенно другой оттенок. А слово такое есть в ингушском? Нет. То есть вы его просто уже как автор да, непосредственно произведения, это как бы ваше авторское видение. Скажите, из всех ваших произведений, из всех ваших работ есть что-то особенное, что вы могли бы выделить? Практически все нравятся мне. Я над ними долго работаю. Напишу сегодня, завтра проверяю, послезавтра проверяю, меняю, добавляю, чтобы лучше звучало. А так, мне нравится стихотворение, которое я написал, когда мне было очень плохо. «Догди хатса тахан алам». Вот, вспомнил. А можете зачитать нам сегодня в студии? «Догди хатса тахан алам, венов хуназирет де, гайга небо вахара болам, амукага сотеве, хаутса парга тюлса илаш, хасатему теркаво,
Хамсарча сагуя чоуныш, мыштылу кетедего. Аз хуцера хана житер, дага юху гюацышқи. Хуцы бузым бежмел хыннар, делар аз селханенге. Қилу беббахуна бекам, декче бебашхыл аяц. Махыл бахасыны хаузым, сухасыны қызавац. Очень красивые строки и печальные. А скажите, это правда, что когда человек какую-то свою грусть, да, какие-то свои переживания переносит на лист, что как будто бы вы поделились частью того груза, и вы его немножечко с себя как бы сняли, что становится легче? Правда. Когда я написал это стихотворение, прям такая тяжелая ноша прям с плеч. То есть это терапия, да, своего Да. рода получается? У меня было стихотворение, которое я говорю: «Юха цанадавай кяхат куалам, юха буц асхуга баласей». Ну и получается, что в обратном смысле это тоже работает. То есть когда происходит что-то хорошее, радостное, приятное, если вы это выливаете непосредственно в творчество, оно как бы становится объемнее, больше и ярче. Этими стихотворениями, которые носят радость, мне хочется делиться со всеми. Я показываю, делюсь этими, думаю, они тоже поднимают настроение другим читателям. Мгм. Скажите, как вообще происходит процесс отбора для того, чтобы стать членом Союза писателей России? То есть какие-то определенные произведения ваши на это влияют, их содержание, либо смотрят в общем по результатам, по итогам вашей творческой деятельности? В моем случае, в общем, смотрели. Для вступления в Союз членов Союза писателей России нужно 3 сборника издать. И у меня 3 сборника уже издано. И в целом председатель Союза наш был очень доволен моей работой. И он оценил их. Изначально мой труд оценили здесь, в Ингушетии. Я уже 2 года являюсь членом Союза писателей Ингушетии. Для меня это очень важно быть частью своей республики именно. А потом кандидатуру выдвигает на член Союза писателей России. То есть инициатива идет от нас, а уже на федеральном уровне смотрят, подходит кандидатура или нет. Ну, мои стихи были переведены одним из лучших, можно сказать, Юрий Щербаков, переводчиком. Подсрочные стихи я ему отдал, он перевел, они были опубликованы в журнале, престижном журнале «Дружба народов России» и еще в других газетах России. Это тоже, я думаю, там сыграло роль. Сыграла роль, да? Да. Мгм. Когда ты отдаешь документы, ты же отдаешь свои публикации, где публиковался, где печатался, с какого года, сколько, например, я поэт песни, сколько песен на мои стихи. Вот так я все это отдавал, и они рассмотрели. Действительно, сколько песен, сколько хитов на ваши стихи, и это очень здорово. Одна из самых таких вот ярких представительниц и стабильно, это человек, который исполняет ваши композиции, это, конечно же, Роза Мальсагова, ни для кого не секрет, мы много говорили об этом. Я с детства, я это говорил, с детства любил ее песни и хотел быть частью ее творчества, и у меня это получилось. Безум боц și sărăso Begayaciu ier să-și iaț Miscădoc să ducă dea Mă ceahel el حصل يزر صدوق روغ ريجشته دعوة غير حصو يتيا ويا جوغو يوفيا مă ceahel el حصل يزر صدوق روغ ريجشته دعوة غير حصو يتيا ويا جوغو يوفيا. Непосредственно над чем вы работаете сейчас и ваши творческие планы? Сейчас я работаю над 4-м сборником, он редактируется. И название есть, ну, рабочее, так, Сатуса, мечта. Но я оставлю, может, и поменяю это название. То есть вы еще сами в поисках, получается, да? Да. Еще мне надо придумать обложку, чтобы книгу, судя по обложке, некоторые вот поэтому. Вы принимаете в этом участие? Я думала, это Да. всегда как бы поручается непосредственно дизайнеру. То есть Я вы сам все равно принимаю, да. влияете. Вот эту книгу, например, я сказал художнице, что мне надо, что рисовать меня в горах, где я ручья сижу, грущу. Такой, То есть идея ваша, да? да, идея моя.
Думаю, хорошо получилось. Ну что ж, мы пожелаем вам творческого вдохновения, чтобы у вас всегда было больше, я бы сказала, таких светлых, радостных поводов, чтобы писать больше светлые строки. Пусть в вашей жизни все будет так же красиво и прекрасно, как и прекрасно все в вашем творчестве. Удачи вам. Министерство культуры России информирует о расширении социальной отраслевой программы «Путь в кино», запущенной проектом «Автор». Теперь поддержка доступна не только выпускникам 2024 года, но и тем, кто завершил обучение в 2022, 2023 и 2025 годах. Инициатива направлена на помощь талантливым специалистам, желающим развиваться в сфере кинематографии, и полностью покрывает стоимость обучения по программам второго высшего и дополнительного профессионального образования. Условия участия: граждане России старше 18 лет на базе первого высшего образования. Срок приема заявок до 18 августа 2025 года. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До новых встреч на телеканале МАГАЗ.